Если у тебя в семье есть активисты, то нормальной жизни тебе не видать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане расправляются с местным населением, не принимая во внимание любые права человека. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Хороге задержан один из близких родственников осужденного гражданского активиста Араза Вазирбекова. По словам близких, задержанный Тахир Абдалбеков, бывший начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Хорога, подозревается в оказании материальной помощи участникам акции протеста. Один из сотрудников администрации Горно-Бадахшанской автономной области подтвердил информацию о задержании Тахира Абдалбекова, но отказался сообщить какие-либо подробности. По словам близких, Тахир Абдалбеков был задержан на прошлой неделе у себя дома в Хороге. Обвинение ему пока не предъявлено. Нам сказали, что он якобы оказывал материальную помощь протестующим в Хороге. Это неправда. Никакой помощи участникам протеста он не оказывал, сказал один из родственников задержанного, который предпочел остаться неназванным. Тахир Абдалбеков, зять, муж сестры Араза Вазирбекова, владеет несколькими магазинами в Хороге. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, теперь все семьи активистов будут зачищены? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Суд города Душанбе 5 ноября приговорил Араза Вазирбекова, гражданского активиста и одного из лидеров памирской диаспоры в Москве, к 16 годам лишения свободы. Араз и его однофамилец Рамзи Вазирбековы пропали 29 июля 2022 года в аэропорту Домодедово, после того, как они прилетели туда из Екатеринбурга. Спустя сутки на YouTube-канале под названием Бехдошт ТВ было опубликовано видео, в котором Ораз и Рамзи сказали, что они добровольно вернулись на родину, чтобы ответить на вопросы властей в связи с событиями в городе Хорог. Суд признал Араза Вазирбекова виновным в экстремизме и призывах к свержению конституционной власти через интернет. По словам родственников гражданского активиста, также обвинили в присвоении благотворительных средств, которые бадахшанские мигранты отправили семьям, пострадавшим в ходе спецоперации таджикских силовиков в Хороге в 2012 году. Ораз Вазирбеков и его близкие отвергают выдвинутые обвинения. Задержанный вместе с Аразом Рамзи Вазирбековым 5 ноября был приговорен к 13 годам лишения свободы. Суд города Душанбе признал его виновным по 2 статьям Уголовного кодекса Таджикистана: участие в преступном сообществе и преступной организации и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием СМИ или сети интернет. После протестов и массовых беспорядков в мае этого года в Бадахшане, которые привели к гибели десятков граждан, правоохранительные органы Таджикистана задержали и арестовали сотни человек, в том числе активистов гражданского общества из Бадахшана, по обвинению в подстрекательстве к этим беспорядкам, а некоторые из них уже получили длительные сроки лишения свободы. Родные этих людей утверждают, что все обвинения являются беспочвенными и их родные невиновны. Международные правозащитные организации подвергли таджикское правительство за такие действия резкой критики. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к правительству Таджикистана с просьбой прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Горно-Бадахшанской автономной области. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, жители Горно-Бадахшанской автономной области и в будущем будут подвергаться нападкам властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!